Салем, достар! Сіздер SueleTube көріп отырсыздар. Вы смотрите SueleTube, казахский язык для начинающих. Сегодня мы рассмотрим с вами один из видов направлений, за которые отвечает дательно-направительный падеж – барс-септік. Этот падеж отвечает на вопросы кому, кімге, чему, неге, куда, қайда, қай жерде. Чтобы на них отвечать, нам нужно изучить 4 типа окончаний – га, ге, ка, ке, на, не, а, е. Только не нужно пугаться и думать, что окончаний слишком много. На самом деле они легко запоминаются. Рассмотрим самый простой тип – а, е. Вот помните, мы говорили, что если просто яблоко, то это алма. Если оно мое, то алмам. Если оно твое, то алман. Вот в этих случаях, когда предмет принадлежит мне или тебе, мы будем использовать окончание а, е. Например, ребенок бала, мой ребенок балам, моему ребенку балама. То же самое, если ребенок твой, сенен балан, твой ребенок, твоему ребенку сенен балана. Слово твердое значит присоединяем твердую букву а. Или другой пример. Ель – страна. Моя страна – менен елем. В мою страну, моей стране – менен елеме. Слово мягкое, значит смело прибавляем букву е. Она тоже мягкая. Или моя комната – менен бөлмем. В мою комнату – менен бөлмеме. Заходи в мою комнату – менен бөлмеме кір. То же самое, если комната твоя. Заходи в свою комнату. Өзінің бөлменіне кір. Итак, здесь все просто. Направительные окончания а-е используем только в тех случаях, когда что-то, кто-то принадлежит мне или тебе. Едем дальше. Окончание на-не будем использовать в том случае, если кто-то, что-то принадлежит ему, ей или им. Прибавлять будем все так же по тому же правилу сингармонизма, твердости и мягкости. Твердые к твердым, мягкие к мягким. Например, дос – друг. Его друг – онын досы. Его другу – онын досы на. Их город – олардың қаласы. В их город – олардың қаласына. Поезжай в их город – олардың қаласына бар. Муж – күйеу. Ее муж – оның күйеуі. Ее мужу – оның күйеуіне. Скажи ее мужу – оның күйеуіне айт. И вот таким образом мы уже преодолели половину дистанции. Следующий тип окончаний – ка-ке. Буква «к» она сама по себе глухая, поэтому и будем прибавлять ее ко всем глухим окончаниям слов и группе букв Б, В, Г, Д. Например, отпуск – демалыс. К отпуску – демалыс – ка. Картина – сюрет. На картину – сюретке. Посмотри на картину. Сюретке – қара. Счет – есеп. К счету – есепке. Есепке қосыңыз. Прибавьте к счету. И, наконец, четвертая группа окончаний – га-ге. Похоже, что они встречаются чаще всего, потому что им достались слова, которые заканчиваются на все гласные, согласные, звонкие, ну, кроме тех случаев, о которых мы говорили. Например, город – қала. Заканчивается на гласную, значит, в город – қала-ға. Комната – бөлме. В комнату – бөлме-ге. Список – тізім. В список – тізімге. На выставку – көрме-ге. Людям – адамдарға. И по традиции запоминаем, как наш падеж будет влиять на личные окончания. Ну, то есть, как мы будем говорить тебе, мне, им, вам. Мне – маған. Тебе – саған. Вам – сізге. Ему – оған. Нам – бізге. Вам – сендерге. Вам в уважительный – сіздерге. Им – оларға. И не забываем, что как бы ни было много окончаний в казахской грамматике, все они способны закрепиться в памяти любого человека,
кто регулярно практикует их в своей речи. И со временем вы просто даже не сможете использовать какие-то неправильные окончания. Вы даже правила можете со временем забыть. Но благодаря практике, опыту, все окончания будут на своих местах и всегда правильные. И в заключение, моя любимая часть урока, когда мы разберем несколько отличных казахских пословиц в закрепление нашей темы. Казахский вариант русской пословицы «что посеешь, то и пожнешь» звучит так. Казанға не салсан, шөмішке сол ілінер. Казанға в казан. Вот он наш барыс септік. Казанға. Не салсан, что положишь. Шөмішке, опять же наш барыс септік, на шумовку. Шөмішке сол ілінер, то и получишь. Получается, что положишь в казан, то на шумовку и поймаешь. Казанға не салсан, шөмішке сол ілінер. Нет предела совершенству. В казахском языке звучит в другом варианте. Шеберлікке шек жоқ. Шеберлік – это искусство. Нам нужен здесь барс септік. Шеберлікке. Шек – это граница. Жоқ нет. Получается, что искусству границ нет. Шеберлікке шек жоқ. Пусть Акыныч будет вам положительный пример. Қазанға не салсан, шөмішке сол ілінер. А мне не трудно, мне не лень. Главное, практикуй казахский каждый день.